Доброе утро, дорогие первоклассники! Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте все, кто присоединился к нашим дистанционным урокам. Сегодня урок окружающего мира проведу я. Зовут меня Наталья Сергеевна. С нами работает переводчик русского жестового языка Ирина Михайловна. Добро пожаловать на урок! Посмотрите, пожалуйста, на экран. Назовите тему урока. Конечно же, вы догадались, что речь пойдет о космосе. В канун Дня космонавтики это очень актуально. Давайте начнем урок. Как бы вы назвали героя? Звездочет. В древности люди думали, что, наблюдая за космическими телами, звездочеты только и делают, что считают звезды. Но это не так. Сейчас исследованиями в области космоса и наблюдением за космическими объектами занимаются астрономы. Астрономия – очень древняя наука. Еще пещерные люди наблюдали за звездами и рисовали их на стенах пещеры. Но наблюдать невооруженным глазом не очень удобно, поэтому был изобретен телескоп. Знаменитый итальянский ученый Галилео Галилей в 1609 году изобрел телескоп. Увеличение этот прибор давал только в 30 раз, но это не помешало ученому сделать ряд научных открытий. Так, например, он открыл, что на Луне есть горы, а у Юпитера 4 спутника, а на Солнце есть черные пятна. Посмотрите, как давно были сделаны эти открытия. Современные телескопы очень мощные, и располагаются они в научных лабораториях, которые называются обсерватории. Люди, которые там трудятся, изучают явления космоса и внимательно наблюдают за космическими объектами. Я приглашаю вас, друзья мои, в путешествие по Вселенной, путешествие в космос. Итак, мы отправляемся. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Перед вами галактика. Галактика состоит из звезд, газа и межзвездной пыли, соединенные между собой силой притяжения. Галактик очень много. Вы можете провести опыт, который может доказать, что Вселенная расширяется. Если вы незначительно надуете воздушный шарик, нарисуете на нем несколько галактик, а потом начнете шарик надувать еще больше, то вы увидите, что галактики отделяются друг от друга, как бы отъезжают. Вот точно так же расширяется и Вселенная. Мы с вами живем в галактике, которая называется Млечный Путь. Эту галактику тоже открыл Галилео Галилей. И было это в 1610 году. Если посмотреть на рисунок, то видно, галактика похожа на белое облако. Отсюда и название Млечный Путь. В нашей галактике очень много звезд. Давайте познакомимся с другими небесными объектами. Звезда. Что же такое звезда? Послушайте, ребята, что написано в энциклопедии. Звезда, сияющая в ночном небе, это тело, напоминающее шар, которое состоит из раскаленного газа. Звезды излучают яркий свет, потому что их температура очень высокая. Цвет звезды зависит от величины температуры. Голубые звезды являются самыми большими и горячими. Маленькие же звезды бывают белыми, желтыми, оранжевыми и красноватыми. Чем ближе к нам звезда, тем она ярче нам кажется. Сразу хочу вам сказать, что наша ближайшая к нам звезда Солнце не является голубой звездой.
очень яркая звезда, звезда Сириус. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Обратите внимание, переводится с греческого языка она как «сияющая». Туманности. Туманности – это облака из пыли и газа, в которых могут рождаться звезды. Некоторые туманности состоят из остатков потухших звезд. Одни туманности светятся, потому что в них много горячих звезд, а другие темные и безжизненные. Планеты. Это небесные тела, которые вращаются вокруг звезд. Планета переводится как «странник». Кометы – это небольшие космические тела. Они обращаются вокруг Солнца. Когда комета проходит вблизи Солнца, у нее образуется светящаяся газовая голова, а под действием солнечного ветра вырастает хвост. Это очень красивое явление. Хочу рассказать вам про необыкновенную комету, которая может появляться несколько раз. Комета Галлея. Мы увидим ее в 2062 году. Появляется она с периодичностью в 76 лет. Не забудьте, почитайте про это. Видели ли вы когда-нибудь падающие звезды? Говорят, что если ты увидел, как падает звезда, надо обязательно загадать желание. Давайте узнаем, что же такое падающая звезда. Падающая звезда – это отколовшаяся от комет мелкая частица. Попадая на небольшой скорости в атмосферу Земли, они сгорают и оставляют в темном небе светящийся след. Научное название падающей звезды – это метеор. Я думаю, что вы удивились. Ну а сейчас посмотрите, пожалуйста, на экран, и вы видите Солнечную систему. В центре яркая звезда Солнце, и вокруг нее вращаются планеты. Давайте познакомимся с ними. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Вот сколько планет составляют Солнечную систему. Я рекомендую вам прочитать про каждую планету и обязательно запомнить их расположение. Обратите внимание, что только на одной планете есть жизнь. Это планета Земля. Еще в древности люди были уверены в том, что Солнце является источником жизни, и наделяли его силой божества. Так, например, в Древнем Египте был бог Ра, в Греции бог Гелиос, а у славян этого бога звали Ярила. Древний ученый Анаксагор считал, что Солнце – это раскаленный, очень горячий, большой железный шар. Давайте посмотрим, что рассказывают нам современные ученые. Чтобы представить себе размер Солнца, давайте пофантазируем. Для того, чтобы заполнить Солнце, нам понадобится 1500 планет Земля. Представьте себе масштаб. Знаете ли вы, что для того, чтобы солнечный свет добежал до планеты Земля, ему надо 8 минут. За это время он преодолевает расстояние 145 миллионов километров. Солнце никуда не перемещается. Но вы скажете, оно уже садится и восходит. Да нет,
Это происходит благодаря тому, что Земля вращается вокруг своей оси. Происходит смена дня и ночи. Посмотрите на эту картинку. Внутри Солнца есть ядро. Температура в ядре очень высокая, на поверхности меньше. Для того, чтобы энергия Солнца дошла из ядра до поверхности, надо 200 тысяч лет. Можно ли наблюдать и изучить поверхность Солнца? Давайте попробуем разобраться. Температура в ядре 15 миллионов градусов Цельсия, а на поверхности 6000. Конечно, на поверхности достаточно холоднее, чем в ядре, но тем не менее это не дает возможности изучать поверхность Солнца. Но ученые круглосуточно ведут наблюдения за явлениями на Солнце. И для этого используют аппарат, который называется СОХО. Изобрели его в 1996 году. Этот аппарат помогает сделать много научных открытий. Много говорят про пятна на Солнце. Откуда это? Оказывается, что темные пятна показывают нам, что температура в этом месте ниже, чем на всей поверхности Солнца. Существует такой фразеологизм: и на Солнце бывают пятна, что означает: нет на свете ничего, лишенного недостатков. Северное сияние. Это явление мы видим тоже благодаря Солнцу. Итак, друзья мои, Солнце – центр Солнечной системы. Ученые продолжают делать открытия, изучают космос и изучают Вселенную. Ну что ж, друзья, наш урок окружающего мира подходит к концу. Я думаю, что путешествие удалось. И в День космонавтики вы еще больше узнаете, открыв энциклопедию. Новых открытий вам, друзья!